Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. Як звычайна в гэты час я, Михаил Болсун, прапаную вам аўтарскую праграму Гомельскому областному радио 80. Скажите, ці многія з вас могуць назваць сярод сваіх знаёмых жанчын, якія на адным месцы адпрацавалі больш 30 гадоў? Думаецца, такіх набярэцца не вельмі багата. А вось я сустрэў такую. І не дзе-небудзь, а ў сваім родным калектыве. Галина Протопопова прыйшла на областное радио ў восень 1971 года. Тут працаваў тэлеаператарам яе муж Владимир Константинович, які параіў жонцы уладкавацца оператором магнитного записи. Я пришла сюда, посмотрела. Думаю, боже, куда я пришла? Здесь как раз работал Нафтолин оператором и Володя Процко. Они, значит, меня стали учить. Но что удивительно, что через неделю они вдвоем ушли на сессию. И я осталась одна. Редакций столько. Голова идет кругом. Приходили, приносили записи, наверное, по километру. Надо было все переписать с репортера, потом это все отмонтировать. И у нас, что удивительно, что уже в 1971 году у нас вечерний выпуск выходил в прямой эфир. Утреннюю мы передачу писали, а вечер 40 минут нужно было выйти в прямой эфир. Это был, конечно, у меня урок большой, и, может быть, этот экзамен я выдержала. Да і яшчэ як вытрымала. Праз год Галина Ивановна уже мела другую катэгорыю гукааператара, а яшчэ праз столькі часу першую. Да і не дзіўна, бо ўсё хапала, як кажуць, на ляту. Адначасова яна вучылася завочна на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Я после окончания университета в 1981 году стала звукорежиссером. Когда я пришла, у нас были старые магнитофоны МЭЗ-28. Пульт такой был, конечно, желать лучшего. А потом, через некоторое время, взяли и нам смонтировали огромный пульт, многоканальный, поставили новые магнитофоны современные. Ну, а сейчас, когда зайдешь в студию, так вообще глаза разбегаются. Компьютеры и дисковые магнитофоны. Ну, в общем, сейчас, конечно, не сравнить нашу работу и сегодняшнюю. Раньше надо было все это делать на слух, а сейчас все это компьютер выдает, чистит. Сейчас, конечно, мне кажется, что звукорежиссеру сейчас работать легче, чем нам. И с кем вам довелось працаваць? Я же сказала, что пришла был Нафтолин, был в армию, потом пришел и уже начал потихонечку так расти по служебной лестнице. У нас работала Аня Кушнир, потом пришла Люда Васильченко у нас работала, а потом у нас работала уже Надя Колесниченко, Люда Платонова. Все так вот потихонечку росли, сейчас они прекрасные работницы. Кожная специальность мае свою такую специфику, некие нюансы. У чым ён заключается як гукарэжысёра? Самая главная запись передачи. Например, вот было легко работать, когда у нас были профессиональные дикторы. Виктор Васильевич Винокуров, Валентина Митрофановна Шишкова. Маю мы брали Мерзляк, Копотков Григорий у нас там начитывал. Потом, конечно, когда вот начинали приходить еще молодежь, которая особенно, ну и белорусской мовы особенно не володали. И вот тогда было тяжело работать. Но сейчас вот я слушаю радио, конечно, уже все тоже профессиональное стало у них, они уже научились. У гэтым ёсць немалая заслуга і Галины Ивановны. Пасля 10 гадоў працы аператарам яна яшчэ 21 год была гукарэжысёрам. Мне давялося працаваць у той час. Можна было толькі пазайздросціць яе адносінам з людзьмі, уменню высокакваліфікавана і ў той жа час, як здавалася, з незвычайнай лёгкасцю выконваць даручаную справу. Але за ўсім гэтым было і майстэрства, і адказнасць. Недарэмна ж ёй прысвоілі першую катэгорыю рэжысёра. Успамінаецца, што апрача асноўнай працы Галина Ивановна шмат рабіла музычных афармленняў розных абласных і гарадскіх свят. Для многіх аўтараў сцэнарыяў, мастацкіх кіраўнікоў яна была нязменнай палачкай-выручалачкай, за што яны ўдзячны ёй сёння. Зараз Галина Протопопова на пенсіі. Дапамагае расці ўнука, разам з мужам шчыруе на дачы, а сваю рэжысёрскую справу перадала нявестцы.
Когда я предложила, я говорю, ты знаешь что, давай, Лиля, пойдешь на мое место. Надо продолжать династию. Свекор здесь, я, теперь ты, а теперь у нас уже растет маленький внучек, который, мне кажется, тоже будет здесь, потому что он с удовольствием смотрит все передачи на телевизионные. А радио, когда начинает что-то там, эта музыка, это для него все. Он начинает плясать, петь. Так что считаю, что он нашу династию продолжит. Няхай жа так і будзе. Ад гэтага, думаецца, выйграюць і калектыў радыя, ды і вы, слухачы. А я ж, Михаил Болсун, на гэтым сёння развітваюся з вами. Пішыце нам на адрес 246 050 Гомель, Пушкіна 8, абласное радыё, або тэлефануйце 77 61 16. Міру і добра вам, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.